Даже специалисты не могут вспомнить, когда на проспекте был капитальный ремонт. Проводился какой-то ямочный ремонт, асфальтовое покрытие, но такого, чтобы прям полностью разобрать весь проспект и переделать все заново, такого, конечно, в республике не было давно. Ремонт проспекта Ленина начался в 2021 году и шел по графику, пока строители не наткнулись на древнее захоронение. Почти на месяц строительная площадка превратилась в центр археологических раскопок, и только после этого работы по ремонту возобновились. Сегодня активная фаза работ проходит на участке от улицы Амосова до улицы Короленко. На самом перекрестке Амосова у нас предусмотрено устройство теплоизоляционного слоя. Поэтому мы его должны закончить до наступления положительных температур средних устойчивых. А также у нас производятся работы на перекрестке улицы Курашова, производится вынос газовых сетей. У многих горожан возникает вполне логичный вопрос. Почему работы ведутся сразу на всем протяжении проспекта, а не на отдельных участках? Капитальный ремонт у нас состоит из нескольких этапов. Это сначала мы должны подготовить основание дорожной одежды, его заклинить асфальтогранулянтом. При устройстве заклинки мы должны обеспечить оптимальную влажность. Соответственно, данные работы можем проводить только в положительных, опять же, температурах. После устройства основания дорожной одежды мы должны выстроить дорожный бордюр гранитный и устроить систему водоотводных лотков для обеспечения водоотведения с проспекта Ленина. Присутствуют бетонные работы, поэтому данные работы также необходимо для получения качества проводить в положительных температурах. Кроме ремонта самого дорожного полотна, подрядчики должны отремонтировать и прилегающие территории, установить бордюрный камень и заменить тротуарное покрытие. Кстати, оно будет выполнено из гранита, который как раз и ждут строители. Как только гранит прибудет в Якутск, работы начнутся и на тротуарах. Первый этап ремонта проспекта от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского завершится уже в октябре 2022 года. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск.